Центральный банк отозвал лицензию у Булгарбанка. Кредитная организация не предоставляла Банку России отчетность, а с начала этого года перестала обслуживать клиентов. Тем временем решается судьба Татфонбанка. Какие варианты предлагают, расскажет Лейсан Сабирова. Филиал Булгарбанка в Казани. Каждые 5 минут к этому центральному офису кто-нибудь да приходит. Внутри долго не задерживается. Вот и Алмаз Валиахметов выходит расстроенным. Сейчас была одна надежда, то, что вклад на 3 месяца я положил. Вот мне сейчас операцию надо было, сына делали, надо будет деньги и не могу получить. Напомним, предпосылки проблем в Булгарбанке пошли в конце прошлого года. Делились ими и в социальных сетях. Свое решение об отзыве лицензии Центральный банк объясняет неисполнением кредитной организации федеральных законов. Кроме того, вследствие низкого качества активов Булгарбанк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов. Хотя банк можно назвать кредитным старожилом Татарстана, был основан в 1992 году, а в начале прошлого года его выкупили ярославские бизнесмены. Надежный банк был, к сожалению, уже ненадежный. Сотрудники банка сегодня только в качестве справочной. Сами подумайте, что с вкладчиками нормально все. По сообщению агентства по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 30 января, а до 20 января будут определены банки-агенты. Физлицы смогут получить страховое возмещение 100% для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности в составе третьей очереди. Еще на прошлой неделе бизнес-омбудсмен в разговоре с нами сообщил, что аппарат уполномоченного тесно сотрудничает с коллегами из других регионов. Если тем более это будет касаться татарстанских предпринимателей, мы, конечно же, будем им помогать и оказывать любую поддержку, которая в наших силах. Что же касается Татфонбанка, то клиенты его сейчас надеются на санацию. В их числе и предприниматель Рустем Хазиахметов. Компания, которая занимается продажей агротехники, всего год. Но первый год оказался, как говорится, комом. Говорили, что есть какие-то проблемы, но все-таки я в это не верил. Ситуация такова, что конец года, надо платить налоги, НДС, прибыль, зарплата. То есть у нас все средства пока зависли. Татфонбанке. Сейчас правительство Татарстана в переговорах с Центробанком и кредиторами крупнейшего регионального банка настаивает на спасении кредитной организации, заявил министр экономики Артем Сдунов газете «Известия». Напомним, президент республики еще на прошлой неделе отметил, для спасения Татфонбанка может быть применен bail-in, так называемый кипрский сценарий. Это когда привлекают средства крупных клиентов. Татнефть уже сообщила о готовности конвертировать депозиты в капитал банка. Лейсан Сабирова, Марат Саидгараев, ТНВ Казань.